+1 градус. По прогнозу сегодня с утра обещали дождь. Вчера обещали, точно дождь был. А тут иногда даже вроде солнце выглядывает. И синего небес иногда мелькает. Ну, угадают, не знаю, погоду. Но мы ход работы. Но если опять вчерашняя стая в 10 штук налетит, постараемся стрельнуть. С нашими хозработами для нас самое главное это вовремя вернуться, чтобы не попасть в темноту. Это что такое? Эти дуренцы прямо по нашей тропе. Сейчас мы их спилим. Ах, дорожка лесная. Что ты таки? Это вообще в наглую на тропу упал. Сейчас мы тебя обкорнаем. Так, случайно увидели погрызенный рог северного оленя. Погрызли и погрызли. Кому-то кальция не хватает. Да? Не говори. Мыши. Вон между березами там больше на виду. Кому-то. Иди в баню. Даже не запилил, значит, руками. Нифига там. И чё? На тропу охота падать. Ветродуй. Вентилятор за километр едет. Орет, как будто рядом. Ору, но не ветродуй. Вентилятор, мать его. Так, где там мои? Часы. 10 часов 8 минут. Ну, у меня, Валерий Батькович, план фикс. Я на другую сторону болота схожу, шиповник там порубаю. А ты тут обозначь, где снегоходами. А то мы замучились, пешком туда-сюда на болото выходим. Спускаемся. Где-то посмотреть надо место для снегохода, где удобнее эти буреломы проехать. Утром солнце выглядывало, лучики пускало, а сейчас, пасмурный ветер. Точно ведь дождь будет? Солнце было, плащ не хотел взять, но на всякий случай прихватил. Я обязательно взял. Прогноз сказал, дождь будет, значит, надо верить. Тут зимой снега будет почти метр. Тут край ручья не видно. Чтобы мостик не потеряться и не провалиться в ручей, делаем паз. Вот здесь наш мостик будет. Ну, торчать, надеюсь, будет из снега. Так, ну что, перейдем в ручей. Вот здесь будет более волнительно. Старый переход был. Ух ты, глубоко, а тут, мать моя. Мы тут 40 лет охотничаем, а это до нас уже было кем-то поставлено. Но так как воздух не соприкасается, ой, до сих пор целый. Но это загородка была. Раньше на замор тут ловили массово. Лошадьми ездили от деревни за заморной рыбой. Какое-то дурное болото, вся кустарником заросло местами. Кусты, кругом кусты. И какие-то стоячие протоки на болоте. Но как хорошо иногда
высокий рост, широким шагом иметь. Фу, ну болото. Так, ну что, восстановим нервную систему витаминами? Красота. Шиповник. Ага, мелкого шиповника тут девать некуда. Выросло. Какая она растущая. Против секача у шиповника нет приема. Лишь бы калорий хватило. Мелочь пузатая, а силы забирает. А ты что стоишь? Вот так. Колется гад. Сопротивляется. Что не дело? Вроде готово к употреблению весной. Так, ну дождь точно пошел. Прогноз угадал. Во время дождя по хвойному лесу сухим не походишь. Ветки с иголками замочат тебя. Ну, эта болезнь явно мешаться будет на дороге. Значит, мы сейчас ее немножко... Изменим. Какая? Ого! Какая? Тяжеленная! Ой, Федя. Бензопила сниматься не хочет. Редиска. Камеру выключил, и она сразу завелась. Улерай. Слушай, к замору и, в принципе, к весне подготовились и нормально, как всегда. Только мы предполагаем, а жизнь располагает. Вообще-то у меня шансов не было, что все работы сегодня успеем. Да. То есть ты удивился, что успели, да? Обрадовался, что успели. Это я к тому, что зимой за несколько десятков километров на снегоходе шпарить у меня просто сил не хватит, если Васю мобилизуют. Пока не взяли, так вряд ли быстро возьмут. Что-то эти 200 тысяч должны делать. Серьезно воевать это не хватит. А имеют ли фашисты нацию, это Сталин в 1945 году так сказал, что фашисты приходят и уходят, а Германия остается. В 1941 году он бы так не сказал. В 1941 фашист, значит смерть фашисту. Ладно, поживем увидим. Знаешь, закон номер 1 у пенсионера какой должен быть? Какой? Оглядываться, когда уходишь. Особенно с места обеда. Ой, ружье точно взял. Так, оглянулись. Вроде все взяли. Наверное. Приятно идти по пробитому, пропиленному лесу, путику. Не надо перепрыгивать. Во, то ли дело. Мимо идешь спокойно и прыгать не надо. В общем, медведь вот здесь стоял, задом вот эту закрывал, где-то почти в 2 раза больше пекеля. И что-то тут нюхал. Я сначала глядел, думаю, что это полено вдруг так резко повышается, разглядел Мишка. Я думаю, стою, да, у меня на рябчиках, 4-й номер, думаю, пулю, ну, в общем, разные думал, выходы какие, он это, резко вдруг это, поднял морду и побежал. К тебе? Да. Так. Ну, я это
Ничего лучше не придумал. Кашлянул так слегка. Он в лес. Он как бежал, на 90 градусов прыгнул, как вратари-то на девятку в угол берут мяч. Так же. Живот, лапы в растопырку все 4. И так тихо пробежал, я даже не слышал. Да я минуты 3-4 тут постоял, думаю, пусть куда-нибудь подальше уйдет. Ну, я тебя обогнал, думаю, рябчика посвящу. Сел, сижу, тебя нету. Думаю, нифига ты где-то отстал. А ты, оказывается, с медведями встречаешься. Надо же было попрощаться. Сезон-то заканчиваем. Да. Тихо, мирно разошлись. Ну, я понял, не очень большой был. Да.